Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какие удивительные события вам приготовила судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя, на судьбу, на удивительные события и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, удивительные события. Мои хорошие, отсыпка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Вот оно, первое удивительное событие. Два человека в одной лодке, но друг на друга не смотрят и не видят, что они повязаны. Видите, между ними такая прям связь, веревка. И вы в одной лодке. Я так понимаю, что это вы и ваш партнер. Возможно, сейчас отношения не ладятся. Может быть, вы рассорились, может быть, вы в паузе находитесь. Либо думаете о том, как бы расстаться. Для вас удивительно будет то, что вы повязаны, причем не просто повязаны, вы судьбой соединены. Да, может быть, отношения непростые, но вам никуда друг от друга не деться. Вы повязаны и еще и в одной лодке находитесь. Бежать некуда, понимаете? Вы в одной лодке. Все проходит, пройдет и это. Сейчас вы в ссоре, в рассорке, но буквально до конца загаданного вами срока вы обязательно помиритесь, и будет любовь, и будет счастье, и снова вспыхнут чувства, пройдут все обиды, укоры, претензии, все это уйдет. То есть вы друг для друга созданы, и никуда друг от друга не денетесь. С удивлением об этом и узнаете, и поймете, и даже это прочувствуете. Да, как бы вы ни ссорились, деваться некуда, вы в одной лодке, да еще и повязаны. Дальше, с левой стороны. Мне показан человек, который к своей цели идет. Путь очень непростой. Здесь и помех очень много на пути к вашей цели. И плюс еще вижу, что вас кто-то пытается как остановить, не допустить. Скорее всего, из-за ревности, либо из-за зависти. Тут и близкий человек тоже может вас отговаривать и говорить, куда ты идешь, зачем тебе это надо, зачем ты этим занимаешься, какие цели, у тебя есть я, да? Мной занимайся. Но опять же, превратности судьбы, всякие, знаете, помехи, которые очень сложно обойти. Но тем не менее, я вижу, что вы буквально уже к своей цели там, без 5 минут и подошли. Либо в шаге уже находитесь от своей цели. Здесь я вас хочу предупредить. Самые последние метры будут самыми тяжелыми. Прям вплоть до того, что захочется все бросить. Но вы не бросайте. Идите, пусть медленно, но уверенно идите к своей цели. Вы без 5 минут у цели, либо в одном шаге от своей цели. И представляете, в момент, когда вам прям невыносимо трудно, вдруг раз все меняется, и вы понимаете, что вы цели достигли. Вот в таком ключе информация. Еще с удивлением поймете, что вы в ком-то очень сильно ошиблись. Вы человек четкий, правильный, вдумчивый, но и на старуху бывает проруха. Понимаете? Здесь вас либо кто-то ввел в заблуждение, либо вы, может быть, опираясь на какие-то данные вводные, чьи-то слова, сами составили превратное мнение о каком-то хорошем человеке. Здесь вы ошиблись именно в хорошем человеке. С удивлением и с таким, знаете, приятным ощущением в сердце поймете, что человек на самом деле очень хороший, очень добрый, очень положительный и к вам очень хорошо относится. Вот такое прозрение удивительное, но приятное вас ждет. Ошибиться вы могли как и в женщине, так и в мужчине. Но, еще раз говорю, это хороший человек, и вы это поймете.
И еще вас показывают в каком-то невыгодном положении. Как будто бы вы на голове стоите. Не на ножках, а на голове. Но и даже в этом положении вы какую-то выгоду можете извлечь для себя, что-то ценное и полезное. То есть вас могут пожалеть и дать вам гораздо больше, чем другим. Либо благодаря этому невыгодному положению вы можете что-то обрести. Вы можете в чем-то поучаствовать. Вы можете даже значительно улучшить свою жизнь. Опять же, вы все разные. Положение у вас недавно произошло, да, недавно что-то поменялось в худшую сторону, но при этом вижу, что выгоду вы свою получите. Причем получите там, где вовсе и не ждете. Ну, что это может быть? Например, вы одна остались, да? Либо вы потеряли работу. Ну, можете получить какую-то субсидию, дотацию, может быть, даже поучаствовать в какой-то гуманитарной программе. То есть из-за того, что вы вниз головой висите, на голове стоите, вам дадут больше, чем другим. Либо у вас получится извлечь действительно серьезную выгоду. Поищите, посмотрите, это рядом с вами находится. И буквально вот если вы попросите, либо заявите о своих правах, то в короткий срок вам все будет дано, предоставлено. И еще вижу человека, который вас преследует. Причем вы как будто бы с этим человеком меняетесь местами. Раньше вы хотели что-то от этого человека, может быть, разыскивали, хотели дела вести, либо отношения иметь. А теперь этот человек разыскивает вас. А теперь он, либо она вас преследует. С удивлением понимаете, что вы действительно поменялись местами. Думаете, вот тебе поворот судьбы. Очень неожиданно, но тем не менее у вас есть не то чтобы радость, а скорее вот это ощущение, что теперь ты побываешь в моей шкуре. Теперь ты почувствуешь, как же мне было плохо, хреново, и как это все неприятно, да? Когда ты в поисках человека, когда ты пытаешься чего-то добиться от человека, да, вот местами поменяетесь. Дальше, мои хорошие, мужчина невысокого роста, либо он сейчас как-то себя, не проявляет, грубо говоря, в жизни. То есть, может, не работает, может быть, ничем не занят в поисках, например. Роль его такая малозначительная в жизни идет. Вы с удивлением заметите, что мал золотник да дорог. То есть этот мужчина, он буквально комету хватает за хвост. То есть он стремительно мчится к своему успеху, либо стремительно исполняет какую-то свою заветную мечту. С удивлением увидите его потенциал, сможете рассмотреть, и в глубине души очень сильно порадуетесь, что у вас с этим мужчиной отношения, либо вы чем-то связаны с ним, может быть, это ваш родственник. То есть в таком ключе. Мал, золотник да дорог. Вот так показали. Дальше ангел. Кого-то к вам, буквально за руку ведет. Это может быть и мужчина, и женщина. Вот за руку ангел приведет. Здесь какая-то странная цепочка событий, необъяснимая, да, не поддается логическому мышлению. Но тем не менее, кто-то в вашей жизни появится. Либо дословно сам к вам придет. Кто-то нужный, важный, полезный, ценный, умный, знающий, умеющий. Удивитесь вы от этого события, очень удивитесь, и до конца так и не поймете, как это все произошло. Но здесь четко показали, вот он ангел, и к вам этого человека подводит, нужного человека подводит. Дальше с левой стороны большая стирка. Тот, кто запятнал вашу репутацию, тот, кто сплетни распускал о вас, тот, кто вам вредил словесно, да, злословием своим, теперь стирает ваше белье. То есть здесь либо человека по закону заставят отвечать за свои злые слова, либо, опять же, да, человек может оказаться в такой ситуации, когда придется оправдываться, когда придется объясняться, когда человеку будет проще признать, что был неправ, что специально там про вас гадости распространял, чем объяснить, зачем он это делал. Тот, кто вас запачкал, грубо говоря, теперь ваше белье стирает. Но мне почему-то кажется, что человека заставят отвечать. Отвечать за каждое слово, за каждое поганое, гадкое слово в ваш адрес, в вашу сторону. Да? Прикусит язык, причем где-то на большую половину. Больше будет неповадно не только про вас говорить плохое, но и про других людей. Вот как постирает все это белье, тогда все прочувствует. И
И еще, мои хорошие, здесь какое-то преступление раскроется, причем давнишнее. Когда-то давным-давно в вашей жизни что-то случилось. У вас могли что-то украсть, могли вас подставить, могли какие-то мошеннические действия в сторону вас, вашей семьи совершать. И также могли, например, на вас, ну, извините за слово, но колдовать. Да? То есть что-то преступное делали в вашу сторону. И преступник не был найден, выявлен не был. Вот, вижу, что это раскроется. Все раскроется, все станет на круги своя, вы все узнаете, преступник будет найден. Здесь и мотивы, и причины, и как конкретно человек это делал. Все выяснится, что-то старое, застарелое. И здесь вот идет ясность прояснения. Удивительно будет то, что по прошествии такого количества времени эта ситуация опять стала актуальной и еще ну вот до конца, да, развернулась до конца, все стало известно. Вижу, что вы простите этого преступника, либо мошенника, ну потому что много времени прошло, и вы тоже другая стали. Возможно, из-за тех неприятностей, которые вы пережили в прошлом, вы какой-то опыт ценный приобрели. А может быть, действительно скажете: Бог тебе судья, да? Претензий не имею. Но все выяснится, все раскроется. А у кого-то еще отыграется, если у вас что-то украли, то человек вам либо вернет это, либо деньгами как-то скомпенсирует. Вот в таком ключе. Но вижу, что, простите, претензий иметь не будете. Ну, головой покачаете, скажете: ай-яй-яй, да, но все равно простите. И еще, мои хорошие, здесь какие-то родственники вами страшно недовольны. Недовольны тем, что вы делаете, как вы делаете. Может быть, они хотели, чтобы вы им помогали, либо что-то в пользу родственников выступили. Может быть, считают, что вы там царствуете, да, а бедных родственников своих забыли. Вижу, что эти вот в кавычках родственники как-то своими глазами вашу жизнь увидят и поймут, как вам тяжело, как вам непросто и как вы все равно пытаетесь вот выжить, да, причем не абы как, а более-менее нормально, комфортно. Я вижу, как они будут вами восхищаться, как будут охать-ахать и, опять же, просить прощения за то, что плохо думали о вас. То есть, возможно, эти родственники, которые ждали от вас помощи, гораздо лучше, чем вы живете. Когда своими глазами увидят ваш образ, уровень жизни, как вы стараетесь, как много вы работаете, как вы там экономите, скажут: ой, как мы были неправы. И мало того, я еще вижу от этих родственников вам как подарок какой-то идет. Подарок — это может быть и денежка в конверте, и может быть что-то конкретное, но они прям вину свою чувствовать будут, и совесть, да, будет мучить. В общем, и извиняться, и что-то вам еще дадут, подарят. Так, вы рядом с огромным цветочком. Дурманит аромат этого цветочка, вы теряете контроль над собой. Ну, цветочки — это к страстям, к влюбленности, к таким вот ярким эмоциям. Потерять контроль над собой. Голова кругом, не соображает от какого-то человека, да. Кто-то настолько сильно понравится, и чувство будет взаимным, что вас просто вот закрутит в водовороте чувств, эмоций и страсти. Даже если вы в паре в Праге, это тоже может с вами случиться. Просто не у всех до развязки дойдет. Но тем не менее, вот эти любовные стенания, страдания, вздохи, ахи — это то, что вас ждет. Даже если вы считаете, что вы не влюбчивый человек, и что там, любовь — это не для вас, не про вас, но голова кругом будет идти. Серьезно говорю, запах от этого невероятного цветочка, он дурманит, он сводит с ума. Он лишает вас способности сопротивляться. Вот в таком ключе информация. Это может быть и в кругу друзей, и просто где-то в каком-то публичном месте. И также на работе может быть. Прям влюбитесь, и страсти, и все дела. И еще одним удивительным событием для вас станет предложение, чье-то предложение. Не могу сказать, кто, и не могу сказать, что будут предлагать. Но четко показано, что вам ранее никогда такого не предлагали. И вы даже в каком-то шоке находитесь и думаете: блин, что делать, соглашаться либо отказываться. Предложение, с одной стороны, невероятно заманчивое,
А с другой стороны, опять же, вы никогда этого не делали, вы никогда этого не пробовали, вам никогда этого не предлагали. Такая, знаете, дилемма. Долго-долго мучительно будете об этом думать. Но предложение идет с правой стороны, и если вы согласитесь, вы явно не пожалеете. Либо это предложение будет максимально вам приятно с правой стороны. Если бы слева, я бы сказала сомнительно. Но поскольку с правой, значит это все-таки для вас, про вас и будет приятно. И еще. Здесь два человека встретятся на мосту. Мост — это вообще союз, отношения, крепкие причем отношения. Здесь люди могут как и познакомиться для создания отношений и семьи, так и, например, подружиться. Подружиться вот прям раз и навсегда. Вижу, что вы вдвоем на этом мосту находитесь и друг на друга смотрите. Даже если вы не нуждаетесь в новых друзьях и считаете, что у вас и так вполне достаточно, то здесь явно новый человек. Ну, либо, опять же, продолжение темы цветочка идет мост. То есть все-таки сойтись с кем-то, в союз сойтись. Но очень необычно это все будет. Особенно для людей, которые, ну, более, скажем, зрелые, да? Когда вы уже все в жизни видели, все знаете, на тебе такие крутые повороты судьбы, страсть, любовь, эти искры, охи-вздохи, романтик, да, и все это в одном ключе. Ну, то, что на роду написано, да, либо то, что по судьбе, от него нельзя отказываться. Это к вам идет. Дальше большой ключ. Большой ключ. Это может быть ключ от недвижимости, будь то аренда, будь то купля, будь то продажа, будь то наследство. И также ключами очень часто показывают тайные секреты, которые человеку открываются. Ключ несоразмерно огромный. Если мы говорим о недвижимости, то недвижимость очень вполне себе приличная. Если мы говорим о тайнах и секретах, ну тут, если не все, то многое откроется. О чем не знали, о чем не подозревали. Доступ к информации, либо доступ к улучшению уровня образа жизни. Так и так идет, прям по центру, по линии жизни, по линии судьбы. Еще с левой стороны образ человека, обретающего свободу. Причем человек был спутан, запутан по рукам и по ногам, как будто бы кто-то вас на привязи держал. Еще в положении мумии, да, полностью вас замотали, чтобы там и моргать не могли. И держали на привязи. Вижу, что свободу обретаете. Лопнет этот поводок, все эти путы лопнут в один момент, и вы свою свободу обретете. Смотрите, вас кто-то конкретный мог удерживать, лишать свободы, и даже какие-то проблемы могли лишать свободы. Вы освободитесь. Причем это очень резко произойдет, неожиданно и резко, но очень и очень приятно. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.